Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях член Союза писателей России, журналист, публицист, автор романов, рассказов, эссе, миниатюр, стихотворений Григорий Иванович Спичак. Здравствуйте, Григорий Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте. Наша беседа будет о творчестве, литературе, стихах и прозе. Когда вы почувствовали, что хотите выразить свои мысли на бумаге? Когда ваше первое произведение было опубликовано? Ну, естественно, еще в школе, наверное, да не наверное, а в школе там какие-то первые стихи. На последнем звонке в школе мои стихи звучали. Прозу пытался, сочинение учительница читала в классе. Ну, это уже было какое-то признание, да, там, ну, прочитаю твое стихотворение, скажем, сочинение. И, перед всем классом. Да, да. А еще учительница как-то иногда читала, например, сочинение еще, ну вот там, например, восхищалась каким-то образом или восхищалась. То есть здесь же и критика была, да, здесь же была какая-то, ну это так вдохновляло. Это, вот она струнку нашла. Елизавета Васильевна Пунигова была у нас учительница, и она вот замотивировать смогла меня как-то так настроить. А в печатном издании, когда в печатном в 1982 году, 11 мая, вышел рассказ «Кузнечики». Это был рассказ о военной ситуации, военной истории моего отца. Мне хотелось подарок отцу сделать к 9 мая. Ну, напечатали позже. Но дело не в этом, а в том, что это был первый рассказ, уже написанный человеком, который учится на филфаке, понимаете, который уже понимал, что такое завязка, кульминация. Ну, и вы тогда уже себя почувствовали начинающим автором? Ну, пожалуй, да, тогда уже было ощущение, что я создал произведение все-таки. Григорий Иванович, вы по образованию филолог. Вот. Наличие диплома как-то влияет на писательскую деятельность? Или это какой-то божий дар? Я думаю, что диплом отдельно, и вообще филология как наука отдельно, а творчество отдельно все-таки. Да? Но, безусловно, филология, вообще знание филологическое, оно, конечно, структурирует, да, сознание, оно позволяет не делать кучу лишних движений, которые не имеют отношения там, к пониманию произведения. Вот. Но все-таки творческий этот процесс, он не от диплома зависит. Это вещь такая таинственная, живая, какая-то, больше из области психологии. Все-таки это дар. Да, ну конечно. Да, и кропотливая работа, наверное. Да. Иногда даже не кропотливая, а скорее острая, тонкая по мироощущению. Потому что есть произведения, которые созданы импульсивно, и иногда даже сам просто в таком восторженном ужасе, как это у тебя получилось. Ну, это раз как-то так, да, и родилось. Скажите, пожалуйста, вот кого вы могли бы назвать своим наставником в писательской деятельности, учителем? В первую очередь Надежду Александровну Мирошниченко. Я вообще считаю, что вот она настолько в какие-то роковые дни моей жизни появилась в моей жизни, простите за тавтологию, да, и как-то вот, то есть я настолько на тот момент был созревший услышать ее и уже что-то, ну, выдать, да, на гора, что, ну, произошло как-то все очень вовремя. И, конечно, Мирошниченко, ну, безусловно, такой вот автор, который ему очень... Но ведь, понимаете, если я скажу только Мирошниченко, Надежда Александровна, то это будет тоже не совсем верно. Но она была одна из первых. Да, но не просто первых, а она была вот на близкой дистанции, да, вот в живом общении. Но были же и авторы, которые, диалоги с которыми, там, споры с которыми там, тоже помогали учиться, творить. Часто даже это вообще люди, которых я никогда не видел. А тем не менее, структура их рассказов, там, Шукшин, Шолохов, Белов, или там был такой зав. Отделом критики журнала «Север» Иван Константинович Рогощенков. Мы с ним встречались раза 3 всего лишь в жизни. Но вот его чуйка такая, да, он все-таки зав. Отделом критики был. И, кстати, ученик Михаила Михайловича Пришвина. Вот он очень четко, тонко слышал, понимал малый жанр. Мне это очень помогло.
его подсказки какие-то мелкие такие. Мелкие, но очень важные. Вот. Значит, на вашем творческом пути были интересные и хорошие Были, книги. конечно, да, конечно. С книгами Григория Ивановича знакомы не только жители нашей республики, но и Польши, Венгрии, Англии, потому что они были переведены на эти языки. А какие произведения вот, на польском были? На польском языке выходил в издательстве «Бydgoszcz Wieści», или «Вести», как-то так у них называется. Это газета, ну, толстая еженедельная газета. Там выходили миниатюры у меня и, по-моему, небольшая подборка афоризмов там вышла. Вот. Немножко неверно переводилось на английский, но это не значит, что они выходили в Англии. У меня выходил очерк Паусинского в переводе на английский, как сказать, корпоративное издательство Gulf Canadians в Канаде. Это на английском выходило там. А на венгерский переводили 2 стихотворения, которые вышло в сборнике Будапештского университета. И я вообще об этом узнал совершенно случайно с помощью Сергея Журавлева, писателя Сергея Журавлева. Вот. Он видел этот сборник и сказал, что ты знаешь, что у тебя 2 стиха переведены на венгерский. Вот. Ну вот такое дело. Ну, на коме еще переводился, да, на коме. Вот. Григорий Иванович, кроме прозы вы пишете и стихи. На одном из сайтов ваши стихи были разделены на виды: гражданское, философское, любовное и религиозное. Они чем-то отличаются друг от друга? Ну да, если ну, они различаются, ну, как минимум адресом, да, то есть если религиозный это разговор о душе, разговор с Богом или разговор о заповедях, ну вообще даже по темам там, да, любовное это переживание лирического героя или посвящение кому-то, гражданское, разные аспекты такого в стихах, ну, фактически публицистического, да, характера. Вот. Но это, я думаю, что это самое объяснимое явление, что стихи разного типа, конечно. Я думаю, что нашим читателям будет интересно послушать стихи в авторском исполнении. Я чтец безобразный, да, но для эксперимента. Да, для этой записи попробую почитать 2 стихотворения, которые, ну, мне кажется, может получиться прочитать. Одно стихотворение называется «Элегия». Деревянный Париж, эх, Париж, хулиганские улочки и октябрьских дождей жестяная фонарная грусть. Ты молчишь и дрожишь, эх, сдалась нам ночная прогулочка, ты молчишь и целуешь. Пусть посмотрит луна, пусть. Фары встречных машин лупят вдребезги мокрый асфальт. Лает пес на луну между 2 развороченных туч. Мы, 2 облака летней тиши, в октябре вдруг устали летать средь глухих городских изувеченных круч. И упали в асфальт, и упала луна в поцелуй, и пробился загадочный луч. Любопытно, это стихотворение как бы никого не цепляло 20 лет. И вдруг последние пару лет его, я смотрю, он начал мелькать. Ну, кто-то его ставит как иллюстративно, там, знаете, в постах, блогах. Декабрь. Декабрь приходит нежный, как буа, и утоляет жажду настроений, не спетых, не отыгранных вчера стихотворений. Декабрь итог, взгляд темных окон мудр, ты носишь сердце, вбитое в обложки, а в окнах тысячи тобой непробужденных утр, среди которых скрытые дорожки твоих томлений и твоих судеб, и таинств детского обиженного взгляда. Ломаю я стихи, как хлеб, но этот хлеб – награда. Мы знаем тайны непрочтенных сфер. Зачем декабрь, зачем буа из ночи? Поэт-дитя, последний старовер. Библейский что-то девочка пророчит. Григорий Иванович, к чему больше лежит ваша душа? Что вам интереснее писать, прозу или стихи? Знаете, тут как бы вот интереснее, неинтереснее немножко может быть не совсем точно. Скорее так, какие настроения чаще приходят, да? Ну, проза чаще приходит настроение. Потому что мне нравится писать прозу уже хотя бы потому, что в процессе написания душевней, вкуснее, что ли. Я не знаю, какое-то слово подобрать. Как-то
происходит продолжение творчества, когда ты возвращаешься к исправлению. А в стихах, когда ты возвращаешься к исправлению и так далее, ты уже немножко похож на такого ветеринара, который там уже шлифуешь там что-то, уже нету творческого нерва, да, а ты уже технически уже как бы доделываешь стихи. А проза, она тем и хороша, что какая-то врезка может быть наполнена творчеством даже больше, чем во время написания самого, основного блока. И это вот как-то больше наполняет, по моим ощущениям. Скажите, пожалуйста, Григорий Иванович, вы читаете произведения других авторов? Вы имеете в виду наших современных? Наших современных. Да, конечно. Сейчас, например, читаю Андрея Макарова «Дорога к Белому берегу». Мне очень нравится его книга. Она, знаете, она композиционно, на мой взгляд, безупречна. Композиционно. Это очень хороший, продуманный ход, разглядывание фигур, страниц памяти детства, которые архетипичны, да, которые создают в итоге личность самого автора, этого мальчика, который там. Вот. Вообще Андрей молодец. Вот это вот, книга особняком стоит его. Очень хороший. Мне вообще нравится современная наша в коме поэзия. У нас очень сильная когорта авторов, очень сильная. И Андрей Гелич Попов, понятно, и Денис Попов, Ануфриева, Афанасьева, про Межевченко промолчим, да, там как бы само собой. Уже классик нашей. Да. Андрей Кортелев, Инга Коробинская, да, много, да, так сказать, ребята, даже извините, если я кого-то не назову, но у нас очень сильный блок поэтический, сильный. Вот такой вопрос интересный. Вы правнук священника? Нет, это вот, кстати, ошибка, которая повторяется, я уже ее где-то дважды встречал в интернете, где-то на страницах. Когда-то давно в одной из статей, рассказывая про мой святой Афон, упоминали о том, что мой прадед был помощником в храме. Как это превратилось в то, что он был священником, я не знаю, да. Вот, у меня один из прадедов был действительно то ли алтарником, то ли псаломщиком в храме Новыми, но не более того. Нет, у меня не было священника, по крайней мере, в обозримом. Григорий Иванович, а как так получилось, что вы обратились к религиозной православной тематике в своем творчестве? Я думаю, что как бы одно с другим не связано, да, что там вовсе не обязательно, чтобы кто-то там из моих был предков клириком церковным. Вообще человек приходит к вере и, естественно, начинает осмыслять человека, его взаимоотношения там, с миром, с самим собой, уже через призму религиозных каких-то вот моментов, аспектов. Да, а для меня, честно говоря, религиозная тема, она вообще ворвалась, этот океан открылся сначала даже, я бы сказал, в каком-то историческом смысле. Стало понятно, что есть какой-то гигантский пласт культуры, который мы не видели, пока вот в школе учились, в университете. А тут открывается такое гигантское знание, гигантская культуры, там, да, вопросов. И я просто через призму вот православного мироощущения я начал задаваться теми же вопросами, какими задавался бы, наверное, и без религиозного аспекта, но это были бы совсем другие произведения. Да? Вот. Так у меня вот какой-то целый заметный блок такой стал религиозный. Вот одна из последних ваших опубликованных книг «Северный Полтава». Это галерея необычных героев. Люди, которые там описаны, вам лично знакомы или они были придуманы? Скажем так, истории людей, которые описаны, они все либо слышимые мной, либо я сам свидетелем был каких-то историй. Вот. Часть людей абсолютно реальные, даже по фамилиям, именам, отчествам, часть по фамилиям, но не помню имя, отчество. Например, Фурдалы. Я не помню, как ее по имени, отчеству звали, а фамилия реальная, Фурдалы. Вот, знаете, вот все говорили бабка Фурдалы, а вот имя, отчество, вот, но я, как бы придумал.
имя, отчество и думаю, что это не принципиально на самом деле. Вот. Понятно, что я в преамбуле написал к этому сборнику о том, что как бы галерея создана специально со смешением интонационным, где-то сарказм, где-то преувеличение, где-то шаржевые вообще там, да, истории, ну, анекдотичные, где-то как бы с провокацией абсурда, там, да, вот, но есть и абсолютно, я еще раз повторю, есть абсолютно реальные. При этом я не посчитал нужным пояснять, какое вот такое, а какое. Пускай каждый додумает да, для себя. По одной простой причине. Важно общее послевкусие, общее ощущение от галереи наших с вами современников, ну, чуть там одно поколение старше, потому что, ну, вот такой мы народ и есть. Разный, очень непредсказуемый, абсурдный, самоотверженный, жлобский, ну, разный, да. Вот, я, ну, как бы постарался создать вот галерею этих 99 образов. Григорий Иванович, герои ваших произведений похожи на вас или вы на них похожи? Ну, так вообще никто не может сказать. Представьте себе, например, ну, условно говоря, какого-то автора, там, ну, не знаю, Шолохова или там, не знаю, Льва Николаевича Толстого. Как бы он ответил, да, например? Но разве он похож на Николая Ростова, там, например? Ну, может, какие-то черты характера? Нет, ясное дело, что автор в любом случае своим пером, своим мироощущением объясняет поступки героев, да, или пытается подать их в том ракурсе, в каком ему они видятся. Но, конечно, сами по себе-то герои разные, там же есть откровенно злодейские герои, да, у меня их полно. Вот. Есть герои героические. Ну, я надеюсь, что я и не злодей, и не герой, вот как бы, да, вот, поэтому нет, конечно, нет. Все-таки литература исследует человека в разных его там ипостасях, и там меня немало в моих произведениях, но, слава Богу, я надеюсь, и не очень много. Григорий Иванович, а в чем вы видите предназначение современного писателя? Он что-то, какие-то, может, предпосылки, обращения, наставления дает читателям? Мне понравилось, знаете, вопрос и простой, и сложный. С одной стороны, литература это человековедение, да, а в каком-то смысле это антропософия такая и философия. Вот. Но сами философы говорят, что все, философия умерла, все сказано. Мир осмыслен, как бы, да, его сознание человеческое тоже. То есть все остальное вторично, вот трактовка пошла, да. Вот, с одной стороны. Но с другой стороны, вот пришло время, когда и литература вполне себе вдруг начинает себя проявлять не только с точки зрения герой-человек, но и не человек-герой. Например, искусственный интеллект. Философия не изучала искусственный интеллект. Вообще. Да? Вообще не изучала взаимоотношения человека с искусством. Меняется и философское. Да, и вдруг появляются, да, или совершенно фантомные миры, фантастические миры. Философия не изучает фантастические миры. И потом, понимаете, в современном мире очень много появилось игры, квестового механизма, да, мироощущения такого. Поэтому и функции литературы расширились. Как-то мне понравился круглый стол на канале «Культура», там Архангельский вот ведет, и не помню уж, кто из преподавателей Московского университета, по-моему, сказал, что вы хотите, литература сейчас, это раньше были славянофилы и западники, была литература, ведущая к Богу и ведущая от Бога, да, там, ну, так сказать, клерикальная и антиклерикальная. А сейчас литературу надо рассматривать как провокационную, мотивационную, образовательную, там, литературу критического характера, литературу фэнтези с фантомными мирами, и даже контрлитературу как литературу. То есть, да, вот, например, тот же Сорокин, например, это что, это литература или это контрлитература? Вот, поэтому, каким он должен быть, да Бог его знает, каким он должен быть, никто никому ничего не должен, да, но мне кажется, что человеческая мысль
сейчас будет какое-то время заниматься осмыслением самой литературы, вот ее новых задач, новых диалоговых платформ, потому что и интернет же создал новые диалоговые платформы, и искусственный интеллект как явление, оно угроза или оно новая зона комфорта? Она новая форма защиты или новая форма поражения? Такое, да? Вот. Человек в заданных обстоятельствах. В заданных обстоятельствах каких? Апокалипсиса. Кстати, тоже не рассмотренный вопрос. А как мы себя поведем в условиях апокалипсиса? Ну, значит, мы будем читать, и, возможно, что-то нам пригодится в будущем. Было бы что читать, были бы творцы. Да. Ну, если уж так, тогда, может, вы поделитесь своими творческими планами? Что ждать у меня нашим читателям? знаете, у меня вот таких вот прямо совсем внятных творческих планов нету по одной простой причине. Я сейчас технически дорабатываю одну книгу к столетию автономии Коми, да, и одну книгу, ну, такого презентационного характера, и, честно говоря, голова сейчас занята вот такими техническими вопросами. Вот. А творчески, ну, я все равно вот думаю, что я останусь верен малому жанру. Вот, потому что я всю жизнь работал в малых жанрах, ну да, вот рассказики, миниатюры. И если я что напишу, то вот еще цикл больших рассказов. Ну, я думаю, что вы еще порадуете нас, читателей. Спасибо за надежду. Спасибо вам за беседу и вам творческих спасибо. успехов. Спасибо.